Гүлназ Балпиисова Вахтангов театрының жас режиссері. Ол Қазақстан батысында ауылда туды. Университет жылдарында ол Мәскеуге көшіп, Щукин институтке түсті және атақты режиссер Римас Туминастың оқушысы болды. Қазір Гүлназ Вахтангов театрының тәуелсіз режиссері. Ол түрлі спектакльдерді қояды. Сұхбатымызда Гүлназ бізге жұмыста ең маңызды нәрселер сұлулыққа көңіл аударуының қажеттілігі мен Мәскеудегі ең сүйікті жерлері туралы айтты. Самое, наверное, любимое место — это место работы, изменить нельзя. Театр, там, где я, в принципе, 80% своей жизни и 20% от дома. Мне очень нравятся такие маленькие улочки, куда можно убежать, где очень тихо. Маленькая кофейня есть, Лебедева, там можно вкусный кофе попить, там очень тихо. Знаете, как говорят, в Нью-Йорке нету американцев, да? Потому что такой мегаполис, и Москва, и Санкт-Петербург — это мегаполисы, которые сосредоточают в себе огромное количество культур и исконно несет за собой такое вот это вот имперское, русское, оно несется, но истинное, наверное, можно почувствовать где-то там вдали, так же, как и у нас. Вот. Мне хотелось бы, наверное, посмотреть, как это, почувствовать, я не знаю. Может, мне кажется, что просто на самом деле тяжелее и суровее народ. Потому что это закулисье. Это закулисье Русского театра. Вот. Здесь, получается, карман сцены, а здесь у нас склады, декорации других спектаклей. Здесь, получается, все предыдущие худруки театра, уже ушедшие. Вот мой мастер. Вот. В общем, это большое фойе Вахтанговского театра. Идем дальше. Можешь, когда он стукает, смотреть сюда, не на него? Хорошо. Вот лучше так. Хорошо. Ведь она всегда была такая. То есть на протяжении, когда он тоже говорит, как бы слушать его эти. Как только он отошел, тогда на него развернуться. Хорошо, давай так. Я хочу, чтобы в моем театре шел спектакль, честный. Пускай, он будет честно сделанный. Это единственное, за что ты можешь ответить. Ты не можешь ответить за то, как сыграют артисты. Даже. То есть на какой-то процент ты можешь, но ты не можешь. И то даже не факт того, что это каким-то образом пройдут какие-то рецензии о том, что это успех. То есть это тоже не факт. То есть не от тебя зависит. Да. Это все не имеет никакого значения. Имеет значение только твоя... То есть он честный или нет? Честный, если хотя бы возник хотя бы один зритель, который понял тебя, взял это, вот тогда ты понимаешь, что ты не зря все это делаешь. То есть это все не бессмысленно. Господи, что это? Иванова ночь, праздник невидных собак, Господи! Да что это? Или это была любовь? Это была любовь! Так как Юрий Николаевич Бутусов, который сейчас у нас репетирует на беге, он залетел и сказал: что вы здесь играете какую-то романтику? Играете страшно! То есть это же там были страшные, когда кошмары, сны. И он такой: пускай все... У нас на третьем смене, что ли, ушло 300 человек со спектакля. Пускай все уйдут, пускай останется один, но наш. Я была Паша. Настолько тяжел этот зал, что звука не слышно! Но электричество мгновенно гаснет залы станции, обледенелые окна обрушиваются! Обнажается перрон, зал вымел с него людей! Видны голубоватые электрические луны, под одной из них на железном столбе висит длинный черный мешок, над ним надпись: «Вестовой Грабилин большевик!» Ты живешь перманентно в ощущении, что времени нет, оно кончилось. Все, ты уже как будто бы живешь в долг. Вот, в долг ты занял времени, в долг.
его часы, минуты. И ты по максимуму выжимаешь, да? Да, и ты из-за этого торопишься. Ну, никто же не любит ходить в долгах. Нет, конечно. Вот, а так получается, что из-за этого такое, наверное... Не, ну это весело. При этом самое, что как только заканчивается работа, такое полностью опустошение. Что теперь делать? А как теперь жить? Ты думаешь, только вот вчера ты жаловался, говорю, господи, когда же будет этот гребаный конец? То есть ты вот доходишь до него, до этого конца, и потом в конечном счете такой закончилось. Как закончилось? Все. Что же теперь делать завтра? Завтра у меня выходной. Я завтра буду спать. Боже мой, какой ужас, я буду спать. Я, может быть, умер? Это вечный риторический вопрос. Как же теперь ты будешь жить? Я восторгаюсь тогда, когда вдруг меня ставят в положение зрителя, когда у меня включается математика, когда у меня врубается голова, и я в этот момент понимаю, что я как бы, то есть я не профессионально оцениваю работу, все, вот когда меня перехлынывают эмоции, вот когда вдруг меня там человека, который, профнавык, я не знаю, вот он есть у меня, вот я сижу как профессиональный зритель, и в этот момент слово «профессиональный» вычеркивается, ты просто оказываешься зрителем. И в этот момент я понимаю, какой катарсис, какой кайф чувствуют люди, когда полностью отдаются этому, когда нет вот этого огромной, большой математической махины рядом с тобой, которая такая: так, это было сделано вот так, здесь было сделано вот так. И когда у артиста, у спектакля, у режиссера получается забрать у меня профессиональные навыки и вырубить мне мозг, в этот момент я хочу обнять этого человека и сказать: вот, это случилось. Сен кино туралы не ойлайсың? Саған қызық па, ал тек театр? Қазір тек театр. Кино туралынан мен тек ойлап тұрмын қазір. Көрерміз не болады. Сен шабытты қайдан аласың? Өмірден, өз отбасының тарихынан аламын. Я бы посоветовал съездить в хороший, какой-нибудь дальний, еще живой аул. Какой-нибудь такой, прям, где есть вот эта пыль настоящая, запах полыни и солнце в зените, где негде укрыться. И когда ты за один день становишься черным, даже без меланина в крови. Вот. Наверное, вот это какое-то вот там побывать. Потому что, мне кажется, как там понимание тоже. Деревня, аулы, они уходят сейчас. Понятие город, мегаполис. Мы, кажется, все там и окажемся. В конечном счете все эти названия сотрутся, и мы больше никогда в жизни не можем даже сказать: а вот здесь был когда-то аул. Я уже не раз это слышу. Там, это уже район какой-то, это уже какое-то что-то подобие города. Это, мне кажется, аутентичность в этот момент тебя возвращает вообще к тому, из чего ты сделан, что ли. Вообще все встречи, мне кажется, они должны быть для нас судьбоносными, да, наоборот, даровать какой-то момент того, что это тебе даст еще один раз уверовать в то, что жизнь прекрасна. Там еще раз уверовать в то, что там болезни это не страшно, еще раз уверовать в то, что как бы все, что ты делаешь, это не зря, еще раз, что не зря ты сюда пришел, как бы, ну то есть мы должны наоборот акцентировать на красивых вещах. Вот, если вот мы с тобой поговорили, там нас тоже там слушают люди, и мы все немножечко начнем мыслить в эту сторону, потому что мы должны акцентировать на красивом, на радостном. То есть почему-то мы не, первостепенно мы не делимся с хорошим. То есть если все хорошо, мы говорим: нормально.
Нормально прошел день. Как твои дела? Хорошо. Да, все как бы. То есть мы не делимся какой-то вот, нам вот нужно какое-то экстра чудо. Ну, то есть как бы что-то прям из вон выходящее, чтобы о нем рассказать. Но плохое, любую мелочь. То есть, да, самые вот эти вот счастливые какие-то мелочи мы не замечаем. Вообще. Они идут как, ну, как Как и должно норма. быть. Как обычно. Махаббат пен мансап. Олар бірге жүк тасқан. Бұл бір жаққа баратын кеме сияқты. Мен еңбекқормын. Мен кезінде анама маған ләззат беретін мамандық таңдаймын деп уәде берген болатынмын. Сондықтан мен демалғанда да жұмыс істеймін. Мәскеудегі сіздермен бірге Гүлназ Бұлпейісова мен Москва қазақша болды. Назар аударғаныңызға рахмет. Кездескенше.